Свежим данным по коронавирусу, по информации Роспотребнадзора, еще 3 человека за сутки скончались от болезни. Общее количество жертв теперь 48. При этом выздоровел 221 пациент, а новых случаев заболевания 36. Вот как свежие данные и другие новости региона прокомментировал в очередном обращении к жителям исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтвержден 5221 случай заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки 36 человек. Под медицинским наблюдением 3036 человек. Выздоровели 3820 человек. За сутки выздоровело 221 человек. Это очень хороший показатель. Будем держать дальше такой же тренд. Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации. Глава государства обратил особое внимание на важность взвешенного подхода к снятию ограничений, особенно в предстоящий осенне-зимний эпидсезон. Это крайне актуально в том числе и для нашей республики, где в этот период отмечается рост заболеваемости вирусными инфекциями. Особое внимание было уделено вопросам разработки вакцины от коронавируса, а также важность проведения вакцинации от гриппа. Вакцина от гриппа поступит в республику к началу сентября, и наша задача привить не менее 60% населения. Это позволит нам получить иммунную прослойку достаточную, чтобы избежать так называемой второй волны. Потому что в противном случае мы получим наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Также на совещании было объявлено, что новый учебный год в стране начнется, как обычно, в сентябре. Вчера на площадке центра «Мой бизнес» в Сыктывкаре мы обсудили вопросы поддержки предпринимательства. На предприятиях малого и среднего бизнеса заняты почти четверть работающих жителей республики. В условиях пандемии предпринимательский сектор пострадал больше других. Поэтому сегодня, работая над восстановлением экономики, мы уделяем ему особое внимание. По итогам совещания я дал поручение Минфину республики проработать вопрос по увеличению уставного капитала микрокредитной компании Республики Коми. Докапитализация позволит нарастить объемы выдаваемых микрозаймов, которые предприниматели используют на развитие бизнеса, а также сохранение и, самое главное, создание новых рабочих мест. Сегодня мы обсудили очень важный вопрос – это обеспечение безопасности детей на водных объектах. Как вы знаете, в настоящее время он особенно актуален для республики. Сейчас разрабатывается региональная программа обеспечения безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах. В рамках этой программы планируется приобретение оборудования, необходимого для создания общественных спасательных постов, а также выделение дополнительных средств на проведение разъяснительной и профилактической работы. Также уже этим летом в республике будет усилен контроль за местами купания, проведена расчистка водоемов и рейдовые мероприятия на местах отдыха у воды. Уважаемые жители республики, это основные новости, которые я вам хотел сегодня рассказать. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.